Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. Право применять налоговую ставку 0% с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года предоставлено организациям, осуществляющим туристско-рекреационную деятельность на территории Дальневосточного федерального округа. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Согласно документу, в перечень вошли 13 видов туристско-рекреационной деятельности для применения обнуленной ставки. В том числе деятельность гостиниц, ресторанов, экскурсионные услуги, деятельность санаторно-курортных организаций, музеев, ботанических садов, зоопарков и так далее. Законопроекты, касающиеся изменений в пенсионной системе, направлены для обсуждения в регионы. Соответствующее решение было принято по итогам заседания Совета Государственной Думы. В течение месяца профильный комитет будет собирать мнения регионов по этому вопросу. Первое чтение законопроектов планируется провести в весеннюю сессию. А вот законопроект по повышению НДС с 18 до 20% будет рассмотрен Государственной Думой в первом чтении уже 3 июля. Этот проект закона, как менее социально значимый в сравнении с повышением пенсионного возраста, депутаты публично обсуждать не намерены. Средние потребительские цены на бензин в России за период с 4 по 9 июня 2018 года выросли на 5 копеек, сообщил Росстат. При этом неделей ранее, с 28 мая по 3 июня, бензин в среднем подорожал на 60 копеек. Таким образом, темпы роста цен на него за неделю замедлились в 12 раз. Количество регионов, в которых индекс потребительских цен в годовом выражении снизился до 4% или ниже, в мае достиг 84 из 85. Об этом говорится в докладе «Картина инфляции» Минэкономразвития России. Самый низкий рост цен был зафиксирован в Дагестане, всего 0,3%. Выше 4% инфляция держится только в Московской области. Последнее резкое подорожание бензина сгладило значительное падение стоимости плодоовощной продукции. При этом ожидаемое повышение НДС до 20% поспособствует увеличению инфляции до 4–4,5% в следующем году. Сбербанк не планирует с 1 июля вносить изменения в свою политику по индивидуальным перечислениям средств на карточные счета. Банку также неизвестно ни о каких планах правительства Российской Федерации внести изменения в регулирование личных платежей клиентов банка, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф. Речь идет о якобы намерениях властей обложить налогом на доходы физлиц любые переводы на пластиковые карты. Информация о каких-либо предстоящих изменениях политики Сбербанка по индивидуальным перечислениям средств на карточные счета является ничем иным, как нелепым вымыслом. Нам неизвестно ни о каких намерениях государства внести изменения в регулирование личных платежей, поэтому я спешу успокоить наших клиентов, сообщил глава Сбербанка. Президент Российской Федерации Владимир Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста, поэтому апеллировать к нему в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Я могу лишь еще раз повторить, что эта тема прорабатывается экспертами правительства, курирующими министрами, вице-премьерами. Уже после внесения законопроекта в Госдуму подключатся эксперты в Думе. Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту. Напомним, что в интернете появилась петиция, требующая отменить повышение пенсионного возраста. Она набрала уже более 1 миллиона подписей. По мере повышения пенсионного возраста риски, связанные с трудоустройством находящихся на пороге пенсии граждан, будут возрастать, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Такая проблема может возникнуть в связи с тем, что будет повышаться пенсионный возраст. Таких рисков станет побольше, чем сейчас, и они будут нарастать безусловно. Над этой темой нужно подумать, каким образом предоставить возможности людям, если они вдруг оказались в ситуации, когда работодателей по каким-то причинам они не устраивают. Министр подчеркнул, что такие граждане должны иметь возможность пройти программу переобучения. Профинансировать программы повышения квалификации лиц предпенсионного возраста могут регионы. Россия призывает Японию инвестировать в крупнейшие проекты в России, такие как Арктик-СПГ, Балтик-СПГ, третья очередь Сахалин-2, чтобы придать импульс двустороннему экономическому сотрудничеству. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Игорь Маргулов. Мы, в свою очередь, хотели бы, чтобы у нас осуществлялись не только отдельные точечные проекты, которые есть и осуществляются, но мы, собственно, рассчитываем и призываем японскую сторону к участию в реальных стратегических масштабных инвестиционных проектах. Мы давно говорим об энергомосте Россия-Япония, говорим о возможности организации железнодорожного сообщения или прокладки трубопровода между Сахалином и Хоккайдо, заявил Маргулов, выступая перед сенаторами в Совете Федерации.
Минфин России в целом согласен с предложением Федеральной таможенной службы облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Однако вводить такую норму можно не ранее 2020 года, после оценки готовности информационных систем Федеральной таможенной службы. Первым шагом станет снижение с 1 июля порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с 1000 евро до 500. Как ранее сообщалось, Федеральная таможенная служба направила в Минфин предложение облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. По подсчетам Федеральной таможенной службы, бюджету это принесет 25 миллиардов рублей в год. Определены четкие сроки появления республиканской лизинговой компании. На встрече с представителями Банка России в Рио главы Якутии Айсен Николаев заявил: до 10 августа мы выполним обязательства со своей стороны. Такие инструменты и механизмы по поддержке малого и среднего бизнеса, как региональная лизинговая компания, крайне нужны республике. Как сообщалось ранее, лизинговая компания начнет свою деятельность уже в этом году. Ее уставной капитал составит 2 миллиарда рублей. Компания будет предоставлять в лизинг высокотехнологичное и инновационное оборудование, промышленное оборудование, а также оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции. Предприниматели смогут заключать договоры лизинга на сумму от 5 до 200 миллионов рублей. Максимальная конечная ставка по лизингу оборудования импортного производства составит 8% годовых, отечественного – 6% годовых. Срок договора лизинга – до 60 месяцев. Потребительские настроения россиян с начала года остаются на стабильном уровне, но большинство, 67%, все еще не считает нынешнее время благоприятным для оформления кредитов, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения. Обратного мнения придерживаются 18% респондентов. Что касается крупных приобретений, то, согласно данным майского опроса, более четверти, 29% респондентов, называют нынешний момент благоприятным для крупных приобретений, но более половины, 52% россиян, пока настроены в этом вопросе скептически. В целом индексы потребительского и кредитного доверия стагнируют, но выглядят более оптимистично, чем 2-3 года назад, хотя и уступают докризисному времени. Ирландский лоукостер Ryanair призывает ужесточить ограничения по продаже алкоголя в аэропортах. Авиаперевозчик предлагает запретить продажу алкогольных напитков в аэропортах до 10 часов утра, а также ограничить продажу до 2 напитков на одного пассажира. По мнению перевозчика, несправедливо, что аэропорты получают сверхприбыль от неограниченной продажи алкоголя, в то время как с последствиями этого приходится бороться авиакомпаниям. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.